Республика Крым – самый молодой и самый цветущий субъект Российской Федерации, ключевой курортный регион страны, всероссийская здравница, культурный центр и родина вин, которые признаны далеко за пределами России. Крым занимает 27 тысяч квадратных километров, габариты которого превышают объемы любого острова. В народе Крым носит название «Мир в миниатюре». Здесь природа изобилует горными массивами, высокими водопадами, карстовыми пещерами, озерами, бескрайними степями и, конечно же, морскими пляжами. На одной небольшой территории можно встретить совершенно разные ландшафты и уникальные виды растительности. Крым – это излюбленное место туристов со всех уголков не только России, но и мира. На территории республики действует огромное количество отелей, гостиниц и баз отдыха на любой вкус. Наряду с оздоровлением морским воздухом и соленым морем, в Крыму можно поправить здоровье грязелечением и фитотерапией. Для гостей и жителей полуострова здесь круглогодично проводятся различные мероприятия. Ежегодно в Крыму проходит международный фестиваль «Великое русское слово», Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост», фестивали детского и семейного кино «Солнечный остров» и документального кино «Крымдок». Развитие республики набирает обороты и в других отраслях. Крым – это более 530 крупных и средних предприятий, свободная экономическая зона и постоянно увеличивающиеся объемы производства. Только за 2020 год производство, например, аквакультуры в регионе составило 1577 тонн. Республика Крым – один из самых теплых уголков России, поэтому некоторые фрукты, которые здесь произрастают, не встречаются больше нигде в стране. Полуостров имеет особую климатическую зону, за счет которой плоды созревают невероятно сочными и ароматными. Кроме того, огромное разнообразие пополняют и экзотические экземпляры. Странами-экспортерами крымской продукции агропромышленного комплекса стали Китай, Украина и Казахстан. Помимо всего этого, в Крыму ударными темпами обновляется социальная инфраструктура, строятся новые детские сады, школы, медицинские центры, идет модернизация сельского хозяйства, курортной отрасли и других сфер. По итогам прошлого года прирост валового регионального продукта составил 10%. Открытие вирусов, первые снимки галактики, а позже и обратной стороны Луны, использование гипсовых повязок и изобретение лазера-телепорта – заслуга ученых, работавших в Крыму. В наши дни работа в научных центрах Крыма продолжается. Сегодня наука в Крыму динамично развивается и с каждым годом демонстрирует все больше значимых достижений. Например, недавно Крымский федеральный университет, наряду с другими научными институтами страны, разработал собственную вакцину от коронавируса. В то же время в научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма проводят исследования по комплексному изучению культуры эфиромасличного и лекарственного назначения, от создания сортов до производства эфирных масел. На базе крупнейшего вуза полуострова, Крымского федерального университета имени Вернадского, функционируют 9 научных организаций, которые осуществляют свою деятельность в различных областях науки. Так, при университете работает научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития, ноосферных исследований в Крыму и внедрения результатов в учебный процесс. Крым – это территория постоянного развития, уникального отдыха и достижений во всех отраслях. И гостеприимные крымчане здесь рады каждому. Добро пожаловать на солнечный полуостров!